произошло то, что не происходило никогда в чеченской истории. Руками предателей Россия решила истребить все самое ценное, которое веками хранилось и передавалось из поколения в поколение. Религия, адаты, то есть чеченские законы, язык, традиции и обычаи. Все это можно описать словами чеченца Эди, который сказал такие слова после гибели чеченского героя, имама Кавказа шейха Мансура. Век героев прошел, грядет время дряхлых стариков и беззащитных крестьян, бесчестных старейшин и сладкоречивых льстецов, лживых проповедников и продажных имамов. Это времена мужчин в платьях и скверных женщин, времена лицемеров и подлецов, жалких рабов и гнусных предателей. Лучшие мертвы, а худшие живы. По земле нашей свободно разгуливает урус, размахивая шашкой. Муллы читают проповеди, писанные в казачьих уездах. Старосты выстраиваются в очереди с доносами на самых близких. Глупые юноши, распираемые фальшивой гордостью, щеголяют в царских мундирах. Наши дети будут прислуживать тем, кто убивал наших отцов. Наступает темнота, в которой канут в безвестность имена предков и подвиги героев. И не разбудит нас на рассвете орлиный крик, созывая лучших сыновей на бой. Не заиграет мелодия острой стали, не поднимет вихрь топот тысяч коней, не прозвучит с самой высокой горы боевой клич. Не услышим мы больше или о славных деяниях храбрых мужей, о яростных или ожесточенных сражениях с превосходящими силами противника, о доблестном прорыве конницы сквозь плотные ряды врага. Не будут воспеты онохой, что ежедневно до блеска начищали свою честь и отдавали жизнь, сладострастно идя навстречу смерти. Никто более не поднимется, разбив оковы. Никто не научит нас гордо жить, свирепо сражаться и храбро умирать. И никогда не услышим мы призыв за свободу, кто веками наполнял сердца наших отважных предков, неистовым бесстрашием, сплачивая их в одно целое, объединяя в несокрушимую мощь, наводившую ужас на всякого, кто встанет у них на пути. Бесспорно, мужчины Конго всегда были, остались и будут. Мужчины есть всегда, в любом народе, будь то чеченцы или другие. Речь идет о героях чеченского народа и их противоположности, тех гнусных предателях, которые встали в один ряд с теми, кто убивал их народ. Это и есть легкая формула, по которой очень легко определить предателя.